Для речных перевозок жителей столичного поселка Ситкыркыш закупят катера КС-110. Один за счет правительства Коми, второй оплатит муниципалитет, третий катер привезут из Печоры и спустят на воду в следующем сезоне. Это будет временное решение, пока поселок с Большой землей не свяжет понтонный мост, заявила первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева. Дарья Вологжанина подробнее. Минимум 1,5 часа, 2 автобуса и теплоход. Так добираются на работу и домой жители заречного поселка. Экономя время и нервы, выбирают короткий путь нелегальных перевозчиков. Они расположились как раз в том месте, где планируют поставить мост. На другой берег перевозят за 100 рублей. Выступают против строительства стационарной переправы. На самом деле можно. Мост? Идем. Очень много обращений, которые хотят. 5 человек хотят, остальные не хотят. А зимой что с ним делать? Убирать его отсюда? Зимой, как вот, извините. Так же, как заречье. Ну, то есть весной и зимой не будет, ну, когда Смотрите, вот у нас паводок зимой, будет. так сказать, на период, когда мы мост наливаем, так сказать, есть определенное время, так? Здесь будет оно короче. С проектом будущего моста уже возникли сложности. Самарская фирма должна подготовить все бумаги до конца 2022 года. Но из-за уникальности будущего сооружения сделает это только к концу мая 2023. Далее 2 госэкспертизы и проверка в речном регистре. Длина двухполосного понтонного моста 600 метров, грузоподъемность 40 тонн, стоимость 700 миллионов. Сумма еще оптимистичная. У нас же не уникальный какой-то мост. Это будет уникально. Опять, как всегда. Ну, у нас здесь еще протока. Да. Еще протока, поэтому да, это будет индивидуальное решение. Станут на защиту сразу. Так а если мы это знаем? Ну, года заведомо? 2 это будет. Но опять будет определено проектом. Срок определяется проектом. Ну, понятно, ну, примерно хотя бы. Ну, я думаю, минимум 2 года. Да, надо ориентироваться на 2 года. Потом, конечно, далее нам еще нужно будет задуматься. Мост-то будет, и он будет работать. Но у нас дорога, которая выходит на Трактово, она все-таки заливается в половодье. Ее тоже нужно будет приподнимать, ее нужно будет реконструировать. Ждать мост еще 2 года жители уже не могут. Найдено временное решение. Запуск катеров КС-110. Вместимость судна 20 человек. Одно свободное есть в Печоре. Доставка в Сыктывкар займет около 2 месяцев. Запустят уже в следующем сезоне. Еще 2 таких же закупят. Одно правительство Коми, другое муниципалитет. Понятно, что на сегодняшний день КСки – это водометы, это достаточно интересные конструкции, наши катера старой серии, которые оправдали себя в речных условиях. У них низкая осадка, которая позволяет ходить в период жары, когда у нас идет обмеление. Но здесь речь идет о том, что у нас первая проблема – это насколько мы сможем подобрать состав капитанов. На сегодняшний день кадровый состав по капитанам проблема серьезная. Она не только для города Стыкара, не только для Республики Коми, для всей страны. Вторая проблема – это необходимо сейчас заказать новое судно. Они производятся в Костроме. Значит, сегодня изготовление занимает определенный период времени, несмотря на наличие денег. Официально в Ситкыркыше прописано порядка 2000 человек. Проживают, конечно, меньше. Местные жители разделились на 2 лагеря. Кто-то за установку моста, кто-то против. Последние в меньшинстве. Необходимость строительства моста, конечно же, никаких сомнений не вызывает. Во-первых, круглогодичное, круглосуточное, можно сказать, будет движение. Вот. Ну и, опять же, люди, время, деньги – это сегодня бесценно. Поэтому и безопасность, прежде всего, оперативность. Надо ехать до работы, в школу, в другие учебные заведения. По оба берега в местечке Алешино нужны серьезные дноуглубительные работы. Они, к слову, проводятся каждый год. В 2022 году на эти цели потратили 5 миллионов. В следующем планируют на 20% больше. Дарья Вологжанина, Олег Юшков, телеканал Юрган.